Предприниматели Татарстана, как преодолевают кризис в современных экономических реалиях. Журналистика нового времени, главные вызовы. И, наконец, миссия выполнима. Как идет возвращение мирной жизни в Лисичанске. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире 7 дней, в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Сегодня наши предприниматели активны, показали такие решения, вот их только поддержи, они взлетят. Видно, что много уделяется внимания таким прорывным вещам, то есть задел на будущее. Как поддержать малый и средний бизнес в новых условиях? Что не так с федеральными программами господдержки? Дед тоже служил, тоже командир танка, так же, как и я. Хотел быть примером своим сыновьям. Именные батальоны Татарстана, как служат наследники поколения победителей. Это получается родной брат моего прапрадедушки. Он был крестный не менее чем у 15 детей. Мы будем опираться на наши семейные ценности. История своего рода, свои традиции, реликвии и даже семейные символы. Как узнать эхо веков. Сегодня, 26 мая, мы отмечаем День российского предпринимателя. Я помню, как появились первые бизнесмены в малиновых пиджаках на поддержанных иномарках в конце 90-х. Тогда был популярен анекдот. Разговаривают два друга-бизнесмена. Один говорит другому: в сложных финансовых вопросах особенно полезен Макаров. Друг переспрашивает: это адвокат? Нет, отвечает первый, это пистолет. Слава Аллаху, эти времена ушли в прошлое. Рэкетиров с пистолетами заменили вполне себе культурные люди в классических костюмах и галстуках, которые могут что-то решить. Дать разрешение, землю, присоединить к сетям, провести правильную проверку. Если вы внимательно следите за коррупционными скандалами, предприниматель у нас скорее похож не на гордого орла, который свободно парит в небе, а на дойную корову, которую хочет подоить любой желающий рукой водитель. Выход есть, и он, пожалуй, единственный. Делать все разрешительные процедуры максимально прозрачными, свести к минимуму возможности чиновников как-то вмешиваться в этот процесс. Татарстан – регион-лидер по цифровизации государственных услуг, и многие предприниматели отмечают, что дышать стало легче. Но проблем, тем не менее, хватает. Как говорится, чтобы малый бизнес в России чувствовал эйфорию, государство постоянно его немного придушивает. Во имя благих целей, конечно. Поэтому так важен диалог между бизнесом и государством. У нас найдена уникальная формула. Каждую субботу на планерке у президента моего сердца Рустама Минниханова отчитывается глава очередного района и делает акцент именно на поддержке и развитии предпринимательства в муниципальном образовании. Смею утверждать, эффект есть. Многие главы начали более осмысленно докладывать вопросы, связанные с развитием частного бизнеса. Ушли от вечной темы «купи-продай» в сторону поддержки реальных товаропроизводителей. Раис Татарстана держит эти вопросы на личном контроле. Тимур Бекмурзин продолжит тему. Скажем так, батарейки космического ядерного реактора. Ярослав Желанков показывает нам последние разработки своей компании, уникальные вакуумные технологические установки. Это, говорит Ярослав, установочка для Роскосмоса. Эту специально разработали и сделали под Росатом. Не удивляйтесь, все это технологически сложное. Оборудование не только физически изготавливают в этих цехах и на этих станках. Здесь же его разрабатывают, для чего есть соответствующие КБ, инженеры-конструкторы. Предприниматель рассказывает, именно на наших установках производят композитные детали гражданских самолетов, датчики нейтронных потоков, оболочки для топлива в ядерных реакторах, отражатели фар автомобилей. О чем говорить, если практически вся микроэлектроника так или иначе делается с использованием вакуумного оборудования? Есть только одно «но». Раньше мы с легкостью покупали не только китайские и тайваньские чипы, но и готовые телефоны, компьютеры, самолеты. Теперь почти все это нужно научиться делать самим. Поэтому такие компании в текущих условиях особенно ценный капитал. Как один из показателей, портфель заказов, который уже перевалил за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Но рост – это всегда про деньги, делится с нами Ярослав Желанков. Нужно расширяться, вкладываться в персонал, производить новые образцы уникального оборудования. Мы не просим деньги, а мы просим дать гибкость в налоговых
обязательствах наших. Мы обязательно импортозаместимся. Сегодня наши предприниматели активны, показали такие решения. Вот их только поддержи, они взлетят. Самая ценная и эффективная поддержка – та, что приходит вовремя, говорят сами предприниматели. Когда есть цели, планы, амбиции, их нужно вовремя удовлетворить. И тогда очень быстро малые компании станут средними, а средние потеснят крупных. Или даже завоюют большую часть рынка, скажем, электрозарядных станций. Пример компании из технопарка «Искра-Волга» тому наглядное доказательство. Их производство перед началом встречи с предпринимателями осмотрели Рустам Минниханов и Александр Демин, председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству. Уникальное производство высоковольтной кабельной арматуры. Промэнерго – один из отечественных лидеров по производству интеллектуальных приборов учета для электроэнергетики. Вместе с компаниями «Энергоразвитие» и «Энергоинновации» активно осваивает сейчас российский рынок электрозарядной инфраструктуры, на котором уже сейчас татарстанские производители занимают доминирующее положение. Все это стало возможным именно благодаря своевременно оказанной поддержке этим компаниям. Не обязательно напрямую в виде денег, а часто в виде предоставления преференций по налогам, в виде заказов на НИОКР в том числе, от более крупных организаций, таких как сетевая компания. Я бы, наверное, отметил культуру производства, которая видно, что перешла на новый качественный уровень. Везде в помещениях чисто, опрятно, везде есть понятные технологические карты этих помещений. И видно, что много уделяется внимания таким прорывным вещам, то есть задел на будущее. Если в цифрах сегодня на долю малого и среднего предпринимательства приходится около 24% ВРП Татарстана. В республике зарегистрировано 178 тысяч предпринимателей, а количество занятых в этой сфере составляет 875 тысяч человек, или 42% от общего числа работающих в экономике республики. Цифры внушительные, отметил, открывая совещание, Рустам Минниханов. 24% такой большой экономики Татарстана, она, вот эти 24%, она соответствует многим экономикам, значит, субъектов России. Поэтому инвестиции в промышленный сектор Татарстана – это, как говорится, в коня корм. Не зря в республике самая развитая и мощная инфраструктура поддержки бизнеса и более 100 разноплановых промышленных парков. Однако надо смотреть правде в глаза. Взял с места в карьер Рустам Минниханов. Многие эффективные федеральные программы поддержки бизнеса сворачиваются, становятся недоступными для татарстанских предпринимателей. Объяснение простое. В Москве заявляют, мол, Татарстан и так хорошо бюджетно обеспечен. Нужно поддержать более бедные регионы, а денег на всех не хватает. Поэтому либо напрямую, либо косвенно вводятся ограничения и лимиты. Эти вопросы и подняли предприниматели. Радик Насыров, производитель уникальных пистолетов для монтажной пены, сетует на то, что не может получить льготное финансирование из-за высокого порога для участия в программе поддержки. Наш знакомый Ярослав Желанков предлагает сделать отсрочку по уплате НДС с аванса. Модератор дискуссии Александр Демин, видимо, из уважения вопросы сначала адресовал хозяину площадки Рустаму Минниханову, чем всякий раз вызывал улыбку у Рустама Нургалеевича. Это я должен у вас спросить, почему вы такие ограничения вводите? Вы решения принимаете, вы меня спрашиваете. Значит, вы бы немножко приглашали нас, прежде чем лимиты там ставить, какие меры поддержки, спросили бы, да? Я давно работаю. Никто ни разу меня не пригласил и ни разу не спросил, что нужно, чтобы вот что-то изменить. При этом надо отдать должное организаторам встречи. Состав участников был весьма представительным. Тут и представители Думы, Министерства ведомств, ВЭБ-РФ, Российского экспортного центра. Не хватало только Минфина, поэтому решение пришло спонтанно. Федеральные чиновники отвечали: предложение интересное, возьмем в разработку. Только вот как отреагирует Минфин? Но мы также готовы отработать, посмотреть. Но, видите, мы всегда упираемся, к сожалению, сегодня с вами не присутствует Минфин. Мы все равно будем обращаться, значит, к нашим федеральным коллегам, но вот, пора, наверное, нам садиться и как-то вместе работать. Вы сами по себе там такие решения принимаете. За происходящим с интересом наблюдал и предприниматель Слаишевского района Сергей Меринов. И многие инвесторы, когда я им начинаю рассказывать, они говорят: Сергей, нет, тут с тобой долго короче. В этом-то и парадокс, говорит Сергей Меринов. Настоящий, если хотите, фундаментальный успех не может свалиться как подарок судьбы. Это результат долгой, кропотливой работы. Вот посмотрите с виду. Неприметное частное строение где-то в Лаишевском районе. Заходишь внутрь.
Здесь мы теперь показываем. На относительно небольших площадях компактно, очень эффективно построено целое производство со своими цехами, складами и даже лабораториями с 3D-принтерами. Производят здесь расходные материалы для клининговых машин. Вы их наверняка видели в крупных торговых центрах. Как правило, все они импортного производства. Так вот, лаишевский предприниматель Сергей Меринов может производить практически любые детали для этих самых разных машин. Все эти бесчисленные скребки. 2000 единиц наименований номенклатуры, которые мы производим. Резиновые шланги, муфты. Он даже тепленький. И прочее, прочее, прочее. Это изделие для американских машин. Это боковой скребок. Все секреты своего бизнеса Сергей, конечно, не раскрывает, но планами охотно делится. Говорит, цель на ближайший год-два – построить собственное производство клининговых машин. Фактически научно-технический центр в Лаишевском районе. Но горизонт планирования еще больше. Через 5-10 лет предприниматель амбициозно собирается выйти на внешние рынки. И чтобы планам суждено было реализоваться, нужна помощь государства. Темы, поднятые сегодня предпринимателями, восприняты благожелательно, собственно говоря, теми, кто должен ответить на эти вопросы. Что по итогу? По итогу обязательно у нас будут рекомендации, резолюции, которую мы потом уже будем обсуждать и находить решения на острые вопросы вместе с экспертами, коллегами из правительства. Завершилась встреча на позитиве, поздравлениями с праздником и вручением медалей и наград. Общественное признание ценно и важно для всех и всегда. Тем более предприниматели это точно заслужили. Тимур Бекмурзин, Булат Абдульманов и Александр Лобанов. 7 дней.